Якутск в свой юбилей возродил надвратную башню Якутского острога. Силами общественников и спонсоров заброшенный объект истории превратился в исторический музей под открытым небом в центре столицы Якутии. Чем интересна эта башня и ценна, потому что она построена по обмерным чертежам академика Половникова. И поэтому она соответствует всем стандартам тех башен Якутского острога. 1 к 1. Да, вот. Поэтому вот она для нас очень ценна, и поэтому мы после 2002 года, когда ее воссоздали, она, в общем-то, была заброшенной. Но это же символ города Якутска. Эта башня была на гербе города Якутска. И просто мы не могли пройти мимо этого и решили ее все-таки реанимировать, дать ей вторую жизнь. И я бы хотел сказать, что здесь вот принимали участие очень многие предприятия, пошли навстречу нам и помогали оформить эту очень интересную выставку. Сегодня вот то, что много людей, посетителей, это, конечно, говорит о том, что люди интересуются историей. И мы хотели бы, чтобы люди, придя сюда, после этого они стали относиться к объектам культурного наследия нашего города, нашей республики более трепетно и бережно. Большую роль в представлении экспозиции музея сыграл Александр Дьяконов, который много лет собирал по крупицам и сохранил исторические материалы о Якутском остроге. А Андрей Высоких, который уже не один раз восстанавливал Якутскую башню по реальным чертежам, видит теперь в Якутской башне символ возрождения исторического наследия. Вообще восстановление исторической памяти, оно очень важно для любого города. Потому что если мы не знаем своего прошлого, то у нас нет будущего. А если город знает свое прошлое и гордится своим прошлым, то, конечно, я уверен, что будущее у Якутска оно будет прекрасным. Поэтому позвольте всех еще раз поздравить с праздником и пожелать вот этому нашему объекту успешной, хорошей работы. Будем дальше сотрудничать, помогать для того, чтобы не только надвратная башня, но и в целом вот старый город у нас приобрел достойные черты. Ну и, конечно, сверхзадача для всех нас, для властей города, в целом для жителей города, это, конечно, охранная зона 2. Мы обязательно должны ее будем делать, хотя там разные мнения есть, но я уверен, что, еще раз говорю, что историческая память нашего Якутска, она должна бережно сохраняться и должна быть сохранена и дальше развиваться. И разрешите, я, наверное, это Руслана буду учить, так? Для всего общества. Для всего общества мы в рамках юбилея города Якутска выпустили наш портал «Мантли-книгу» от А до Я, 385, скажем так, фактов, опять же, о Якутске. Прекрасно получился. Здесь как раз улицы города Якутска, здесь памятники города Якутска, здесь мемориальные доски города Якутска. То есть этот альбом составляли не только там какие-то, скажем так, специалисты, да, в этом очень большую помощь нам оказали волонтеры, школьники, студенты, которые сами ходили по разным улицам, смотрели, что там осталось, чего нет, есть, фотографировали. Я сам встречался со школьниками 27-й школы, которые вот как раз активно в этом участвовали. Поэтому им тоже большое спасибо. И это практически первый экземпляр, также у нас да? И очень символично, что мы его передаем как раз обществу охраны памятников культуры. Спасибо. Музей надвратной башни Якутского острога имеет 2 экспозиции на 1 и 2 этаже. При этом помещение не изменено со времен строительства башни первопроходцами Сибири. Экспозиция рассказывает о городе Якутске тех времен и улавливается связь эпох. Древний Якутск открывается деревянным замком со своей крепостью и многоликими домами. Оазис на берегу реки в дремучей тайге. Прекрасный деревянный острог, который строили люди для себя и своих потомков. Теперь Якутск становится современным городом, и наши предки были бы благодарны, когда современность и древняя история жили вместе как единое целое, которое помогает развиваться, учитывая опыт древних и технологию молодых. Дорогие друзья, поздравляю всех горожан с таким юбилеем, 385 лет городу. От всей души дай вам Бог здоровья, тепла в нашем холодном городе. Помните историю, приходите к нам в этот музей вот Якутского острога, и попытаться сохранить еще что-то для наших потомков, историю нашего города, деревянного зодчества. С праздником!
Добрый день, дорогие горожане, гости столицы. Я хочу вас поздравить с Днем города. И очень символично, что эти слова я могу произнести вот отсюда, с самого верхнего яруса надвратной башни. Здесь сегодня, 9 сентября, открывается новый музей городской старины. А символизм в том, что эта башня зажила новой жизнью. И сейчас, вступая в Новый год, а в допетровские времена Новый год начинался 1 сентября, мы тоже надеемся на самые хорошие перемены в нашей жизни. С праздником, дорогие якутяне! Я бы хотел пожелать всем горожанам, гостям нашей столицы, всего самого наилучшего, чтобы эти дни были для них незабываемыми. Ну а мы, в свою очередь, хотели бы, чтобы и в этом году, и в следующем году открывалось как можно больше таких объектов. Потому что гости, которые приезжают в город Якутск, они должны уезжать отсюда, пополнив свои знания, исторические знания о городе Якутске, который был и является форпостом освоения северо-востока России.